Сыктывкар засыпало снегом. Норма осадков, как говорят синоптики, превышена. Причем половина снежного покрова легла за прошедшие выходные. В соцсетях жители города жалуются на заваленные снегом тротуары и дороги. Коммунальные службы отвечают, работают круглосуточно, расчищают поэтапно. Ольга Коняева проверила, так ли это. Как передвигаться по таким тротуарам, задались вопросом жители микрорайона Орбита и предложили носить с собой лопаты. Речь об этом тротуаре на улице Тентюковской. И как только поступил сигнал, говорят дорожники, его сразу привели в порядок. Как мы видим, и сегодня здесь чисто. Примечательно, что пост в социальных сетях был написан от имени бывших жителей Усинска, которые недавно переехали в столицу Коми и удивились, мол, после снегопадов в Сыктывкаре тротуары не чистят. Якобы в городе нефтяников такого безобразия не было. Столичные дорожники отвечают, небесная канцелярия насыпала больше снега, чем обычно. Это действительно так, подтверждают синоптики. Превышение нормы по осадкам в 2,5 раза. Причем весь снег выпал за последние 2 недели и почти половина за прошедшие выходные. Во всем виноваты циклоны. Они несут тепло и влагу. Нормативы они придуманы как для Ставропольского края, как для Сочей, так и для города Сыктывкар. То есть везде прописаны ГОСТы, да, которые необходимо следовать. Мы стараемся им следовать, но надо отдавать себе отчет и понимать, что недостижимые некоторые нормативы. То есть в течение 12 часов после окончания снегопада снега на улице города не должно быть. Вы понимаете, что город Сыктывкар это сделать невозможно. Ну и, конечно, то есть есть определенные сложности, да, то есть недостаточно тех же средств по уборке, а недостаточно у нас людей. Зарплаты небольшие, потому кадровый недостаток есть. Как минимум не хватает 17 трактористов. Но снегоуборочный десант, несмотря ни на что, работает круглосуточно. В первую очередь внимание центральным артериям и безопасности на дорогах. Расчищают пешеходные переходы, завалы на поворотах, остановки, убирают накаты и гололед. 29 машин ночью, 25 днем. Это еще не пик нагрузки, но уже хлопот прибавилось. Раньше обычного начали вывозить снег с улиц. Каждый день примерно по 1000 кубометров. В самый разгар зимы будет раз в 5 больше. Жители, как всегда, чаще жалуются на периферию города, а еще дворы. Но это уже забота управляющих компаний. В строители там не заедешь, когда снег идет. Я там живу. Тяжело пройти. Не на коляске нереально. В руки брать и пешком. Тяжело идти на санках, особенно во дворах. По центральной еще ничего, можно пройти. Автолюбители страдают еще. Да, потому что во дворах это каша, колея и все такое. Запасов 16 тысяч кубометров песко-соляной смеси хватит до конца года. С гололедом на тротуарах, правда, пока только в старой части города, намерены бороться с помощью мраморной крошки. Прошлой весной ее уже опробовали, результат положительный, но для ее уборки нужна специальная техника. Вакуум-уборочные машины, они нам больше нужны, конечно, в летний период, когда мы будем как раз сказать с последствиями зимней уборки, мы будем убирать вот эту нашу перспективную мраморную крошку, этот песок для подметания, и всего мелкого мусора, который не удается поднять руками. Метеорологи предупреждают, на этой неделе ситуация повторится. Сейчас небольшой перерыв, но к выходным ожидаем снова потепление и снежную манну в больших объемах. Как с ней бороться, у нас пока ничего нового не придумали. Тем временем в Санкт-Петербурге задумали эксперимент по дворник-шерингу. В условиях дефицита ресурсов и обилия осадков привлечь к уборке снега внутри жилых территорий планируют горожан. Добровольцам даже будут приплачивать. Ольга Коняева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган. А в Ухте оперативно отреагировали на предупреждение МЧС о гололедице. Образование ледяной корки толщиной до 30 миллиметров прогнозировали в минувшие выходные в нескольких районах республики, в том числе Ухтинском. Сотрудники Ухта-спецавтодора заблаговременно выходили на очистку дорог и тротуаров, причем работали в круглосуточном режиме. Наблюдаем за перепадами температур, выпадением осадков. И, конечно, заранее мы были к этому готовы, к гололеду. На уборку и устранение гололеда выходит и пескоразбрасываемая техника. Это машины КДМ, в том числе, они выполняют несколько функций. Это сгребание и подметание снега с проезжей части и разброс, конечно же, песко-соляной смеси. При появлении гололеда на дорогах производится незамедлительная обработка противогололедными материалами.
Ежедневно на уборку дорог муниципалитета выходят 2-3 бригады рабочих, а также подметально-уборочная техника. 6 машин на дорогах, 3 на тротуарах. С начала сезона из города на специальный полигон вывезли почти 9,5 тысяч кубометров снега.